вот Ростов-Клуб, все танцоры, все юмористы, все, кто играли и пели, выходите сюда. У нас сейчас такая маленькая будет тусовка. Придется заночуем, что придется полететь. Театральные обноски, говорит, как мы бродят. Свежеструнные доски, занавески на гостях. Мы бродячие артисты, мы дороги день за днем. И фургончик мой чисто, это наш привычный дом. Не таланты, но понятны и просты. Певцы, музыканты, акробаты и жёлтые. Мы бродячие артисты, мы дороги день за днем. И фургончик мой чисто, это наш привычный дом. Не великие таланты, но понятны и просты. Мы певцы, музыканты, акробаты и шуты. Акмулланың исемен йөрткән университетты, вакытта институты тамамлауыма нык шатмын, горурланам һәм хәтта бүгенге көндә лә мин ошо институтта алган белемем көн һайын кирәк икәнен тоеп яшәйм, тоеп эшләйм. Мен уйлайм, безнең Соен сактагы еллар, улар бик күңелле, безгә тиешле тәрбия, безгә тиешле ошо безнең укыган уку йортына һөю һәм шулай ук хайлап алынган үзебезнең профессиябызга, укытучы профессиясына һөю бирүгә бер анталыш һәм этәргес көс булып торгандыр дип уйлайм. Друзья, на сцене часть великолепного легендарного коллектива группы «Саквояж». Мы вышли на эту сцену впервые 29 лет назад, в этот же день, 23 февраля 1984 года. Алиса умеет мечтать, Алиса рисует вагоны, Алису в гостях не застать, Алиса почти всегда дома. Ах, Алиса, как бы нам встретиться, как поболтать обо всем. Ах, Алиса, просто не терпится вновь побыть в доме твоем, с тобою вдвоем.
Вся Уфа тонула в политклубах, в песнях Шевчука, в перестройке. Как-то вот так все было очень-очень здорово, ершисто. Вот тогда, конечно, в наш рок-фестивале мы, кстати, еще и работали еще в электронном варианте. Первый рок-фестиваль назывался «Рок против сталинизма». Рок против сталинизма, рок чистой воды. 96-й. Вот, ну, надо сказать, что мы были не одни, конечно, в то время у нас на Хопе было порядка 25 коллективов. Наши концерты шли, весна БГПУ шла где-то часа 4, получается. Вот, очень-очень хорошее, доброе время. Все мы родом оттуда. Вот, очень ждали педпрактики. Вообще, конечно, в наши годы мы были более ориентированы на наши лучшие в мире профессии, потому что мы работали в школе все 5 лет. У нас была непрерывная педпрактика, раз в неделю мы были в школах, вели кружки КВН, ВИА и так далее. Вот, и, скажем... Мы были неправильными, я скажу так, но сейчас все правильные студенты. Да ладно, ребят, мы просто были молоды и полны оптимизма, это самое главное. Вы знаете, на фотографии так интересно учиться, такие интересные дисциплины. 50-50. И учебные дисциплины, и рисунок, и живопись, и композиция. Мы столько нового получали, это нам пригодилось. По сих пор я пользуюсь этими знаниями. Ну и, естественно, и времяпровождение, это пленеры, летние практики, музейные практики. Все помнится. И любовь. Сейчас очень сложное время для образования вообще, поэтому должны быть энтузиасты, которые горели бы на работе. Потому что от образования зависит все будущее нашей страны. Это были чудесные годы. Во-первых, мы не только учились, мы участвовали, мы еще посещали факультет общественных профессий, и я в танцевальный ходила коллектив. Вспоминается студенческая весна, каждый год мы выступали, конференции студенческие, учеба сама в целом, преподаватели замечательные. Я из города Нефтекамск, там наших выпускников предостаточно, мы общаемся. Не забываем никогда. Если приезжаем, то и в институт заглядываем, теперь в университет. Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня ошиб. Пара-пара-пара-пара, длинной серой ниткой стоптанных дорог, что моем ранения души. Еще до армии меня по комсомольской путевке направили в этот же институт, физико-математический факультет. Я мог, приехавший без экзаменов, учиться уже в физмате. Так как открылся новый факультет, я решил заново поступить в этот факультет, и вот проучился здесь. Я думаю, не зря. В 80-е годы не было такого студента, наверное, в нашем вузе, который бы не знал Ларису Судакову. Oh, when I wish that someone saw, trying to find. Oh, when I decide to walk.
еще раз убедиться, хотя я и бываю в институте, наверное, чаще других, убедиться, что он процветает, что он также молод и душой, и своими студентами, и что они продолжают наши традиции. Это еще и эпоха стройотряда, в том числе интернациональной дружбы с педагогическим вузом из немецкого города Галль, куда ездили с выступлением наши студенты. В зале есть бойцы стройотрядов, я думаю. Аплодисменты, приветствия. Друзья, сейчас вместе с нынешними студентами в одну, не знаю, линию или там на одну сцену, скажем так, выйдут 3 выпускницы физико-математического факультета 80-х, бойцы стройотрядов, культурги, комсомолки, спортсменки, ну и понятное дело, что просто красавицы. Уникальный проект. Народный ансамбль «Кружева» и солируют, друзья, 3 яркие выпускницы физмата. Я вспоминаю те годы, наверное, самое главное, это было общение, такое живое общение с ребятами, с преподавателями. И преподаватели вели себя тоже достойно. Они, в общем-то, не как вот с позиции «я учитель, ты ученик», а вот как друзья были часто. Вот это было очень важно для нас. Да, нам повезло, что время было очень интересное. Тогда худграф начинался, и педагоги, которые преподавали, я вторю Россиху, они были сами молодые, и они начинали собственную жизнь, и мы вместе с ними шли по этой дороге и, в общем, приобретали самое новое, самое лучшее, что было на тот день вообще в изобразительном искусстве, потому что они в большинстве своем были выпускниками столичных вузов и впитали все на тот момент, повторю, самое лучшее. Yeah.